сухость во рту, постоянная жажда, он начинает потреблять очень много жидкости любой, соответственно, начинает очень много мочиться, то есть хождение в туалет. И очень характерно то, что пациенты, у которых выявляется сахарный диабет, они замечают, что появилось ночное мочеиспускание. То есть стали вставать ночью, чего не было, допустим, раньше. Да? Иногда некоторые пациенты отмечают, что у них ухудшается зрение, появляется кожный зуд, иногда бывает зуд половых органов и какие-то различные неврологические нарушения в виде онемения в руках, ногах, там, подергивания. Почувствовал на себе эти симптомы. И как не попасть к вам на прием? Это очень долго, да, попасть? Нет, это достаточно просто на сегодняшний день. Да? У нас помощь эндокринолога, консультация эндокринолога оказывается для всех жителей и городов, и республики, и из районов в эндокринологическом диспансере, который находится по адресу улицы Стадущина, 84. К нам можно записаться через интернет на сайте электронной регистратуры er14.ru. Также можно записаться, позвонив в единый центр, колл-центр, это 219303, либо самостоятельно через регистратуру нашего эндокринологического диспансера. Доступность на сегодняшний день достаточно широкая, то есть, в принципе, сегодня, если человек обратился в регистратуру или записался на сайте, то консультацию врача-эндокринолога он получит уже через день или через два максимум. Ну, как хорошо. Это у нас сахарный диабет и тиреоидная патология, то есть заболевания щитовидной железы. Больных сахарным диабетом второго типа, который возникает в возрасте старше 40 лет, с каждым годом становится все больше и больше. И вот нынче по годовым отчетам у нас на диспансерном учете состоит более 20 тысяч человек. Это больше где-то около 2% населения республики. К сожалению, эти цифры не соответствуют реальным, поскольку, возможно, есть люди, которые не знают о том, что болеют сахарным диабетом. Есть те люди, которые по тем или иным причинам не состоят на диспансерном учете. Что касается патологии щитовидной железы, учитывая, скажем так, экологическую обстановку, вы знаете, что есть у нас ступени, да, ракет в нашей республике падают. Геологическая активность еще, да? Да, поэтому очень много в последнее время узловых форм ЗОБа. У якутов вообще много аутоиммунных заболеваний, в том числе аутоиммунного тиреоидита. Ну и не нужно забывать о том, что Якутия относится к зоне эндемичности средней степени по дефициту йода. Поэтому у населения также встречаются йододефицитные заболевания щитовидной железы. Я работаю врачом-эндокринологом в городской клинической больнице. С 2015 года окончила Российскую медицинскую академию после дипломного образования в городе Москве. Работы много, опыта много набирается. Уже устанавливаем инсулиновые помпы. Это относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Эндокринология – это вообще очень интересная профессия. За обучение хотелось бы, конечно, поблагодарить всю кафедру эндокринологии и диабетологии Российской медицинской академии, Черникову Наталью Альбертовну, ну и врачей, с кем мы работали. Ну и, конечно, такая, знаете, самая большая благодарность – это моему отделению, в котором я сейчас работаю, потому что хоть и обучалась в ординатуре, да, но практика, она нарабатывается. Уже бақ пациенттер, көрілдер, істелдер. 6 жылдан өттірем.
Salata kan bir şurada gidip denedin. Onu daha şu tekebden tokunun sürünün karakterden biridir. Kadar hırda sirgin, batın ürtediler. Hırda ise kadar kan ürtediler. Bartılar ona olsun hırda şöyle üretip dağıtır, şöyle biraz dağıtır. Демек, газа хочу видеться. Приезжают все издалека, с улусов дальних, северных. Не каждому суждено здесь приносить продукты. Поэтому я считаю, что питание здесь хорошее, достойное. Ну, пожелания какие у вас есть? Но всему коллективу, конечно, я бы пожелала крепкого здоровья, благополучия и больших успехов и в их нелегкой работе. Скажем так, генетически белково-жировой обмен тип питания, который не подразумевает такую нагрузку легко усваиваемыми углеводами, то есть такими галимыми сахарами, скажем так. Да? Очень много в нашем рационе появилось сейчас таких продуктов. Затем рафинирование продуктов, поскольку все-таки промышленность нацелена на то, чтобы дольше хранился продукт, красивее выглядел и так далее. Это все уменьшает пищевую ценность с одной стороны, а с другой стороны вносит такой плохой вклад в распространенность такого заболевания, как сахарный диабет второго типа. Ну и, конечно же, гиподинамия, то есть это мы абсолютно мало двигаемся. Офис, машина, да. Дом. Офис, машина, дом. Да. Сейчас совершенно спокойно заказываем такси, оно приезжает буквально в 3 минуты, да, и даже в хорошую погоду многие ленятся пройтись, и для нас трагедия, если сломался лифт. Это, конечно, очень плохие тенденции, и нужно много двигаться, поскольку движение жизни – это не просто так сказанные слова. Алкоголь? Алкоголь, безусловно, это в первую очередь наиболее, скажем так, калорийный продукт, увеличивает риск заболеть, например, панкреатитом, в результате которого может случиться панкреонекроз, катастрофа. Погибнут вот эти вот бета-клетки, которые вырабатывают инсулин, и у нас есть такие пациенты, которые нуждаются в заместительной инсулинотерапии, хотя у них генетически диабета не должно быть. То есть за счет алкоголя они заработали вот такую патологию. То есть, вкратце совет такой: кушать мясо, рыбу, традиционный продукт питания, ездить на велосипеде и вести здоровый образ жизни. Вы говорите абсолютно правильные вещи, но многие, возможно, улыбнутся и скажут, что со всех СМИ идет эта информация. Но на самом деле каждый человек ответственен за свое здоровье, и это не пустые слова. Когда мы говорим о том, что нужно двигаться, и на самом деле аэробные нагрузки, то есть это упражнения с определенной частотой сердечных сокращений, хотя бы 12 минут должно быть обязательно. Если это менее интенсивные нагрузки, они должны быть более продлены в продолжительности, то есть это полчаса прогулок и так далее. И если говорить о рационе питания, то я придерживаюсь в общем-то того, чтобы не было каких-то излишеств. То есть можно себе кое-что позволить и из сладкого, и из, скажем так, выпечек, да, но чтобы это не превращалось в систематизацию, чтобы это не был прием, скажем, соков и так далее ежедневно.